На прошлых уроках мы научились с вами пользоваться базовыми инструментами, а также параметрическим дизайном. Но опять же есть к чему стремиться, и есть еще инструменты, которые нам позволят делать наши дизайны более качественнее и при этом более быстрее. Всем привет, это Beyond Curriculum, с вами Даниил, и сегодня я вам расскажу о продвинутых инструментах. Итак, цели данного урока это знакомство с такими инструментами как Pattern, Revolve, Mirror, Rip, Scale и Appearance. Также использование вышеупомянутых инструментов при моделировании деталей и создание колеса с использованием вышеупомянутых инструментов. Что нужно знать и уметь? В первую очередь нужно опять же уметь создавать базовые чертежи, создавать 3D модели, пользоваться базовыми инструментами, также понимать ограничения и привязку к центру оси, ну и плюс ко всему уметь пользоваться параметрами. Они нам здесь тоже, пожалуй, пригодятся. Ну и также самое простое, что нас сопровождает на каждом уроке, это базовые знания в черчении, информатике и умение пользоваться компьютером. Давайте сразу приступим. Итак, предположим, у меня есть следующая ситуация. Я хочу создать какое-то определенное колесо. Давайте я сразу создам параметр для этого колеса. То есть, во-первых, вот здесь будет один параметр, это outrad. Давайте он будет, например, пока что 50, то есть... Точнее, это даже не радиус, это больше будет диаметр. Диаметр у нас пусть будет, давайте даже не 50, а 100. И в целом, я думаю, пока что на этом можно будет закончить. Итак, давайте тогда сделаем следующее. Создадим окружность и укажем в качестве диаметра значение параметра. Outdiameter точнее. Вот так будет вполне отлично, то есть это наша окружность. Теперь что я хочу дальше? Я хочу, чтобы у меня здесь были такие определенные лепестки, то есть, как у обычного колеса. То есть у нас обычное колесо это просто не сплошной диск. Давайте это и сделаем. Итак, в первую очередь мне необходимо создать определенный рисунок, который я хочу расположить по всему колесу. Что я для этого сделаю? Я беру линию и дальше здесь указываю. Я хочу, чтобы эта линия была outdiameter, деленная на 2. То есть и затем мы же здесь все-таки линию радиус указываем минус 5. Пусть будет примерно вот так. То есть да, мы можем также пользоваться формулами именно в наших параметрах. Ну и пусть будет один, это вот здесь одна линия, вторая линия пусть у нас будет, например, от начала координат 30 градусов. 30. Вот так. И здесь у нее тоже будет outdiameter, деленный на 2, потому что это все-таки у нас здесь радиус, и минус 5. И пусть оно будет вот так. И последнее, что нам необходимо сделать эту дугу, поэтому мы просто возьмем и выберем arc. Пусть будет у нас центр arc. Мы выбираем сначала центр, то есть вот он здесь, затем выбираем первую точку и выбираем вторую точку, и мы здесь создали арку. То есть давайте вот это попробуем удалить и в целом посмотрим, как это выглядит. Вот так. Вот у нас появился наш так называемый рисунок, который мы хотим расположить именно по всей окружности. И давайте теперь попробуем поиграться с параметрами. То есть мы берем и делаем здесь, например, 80. Но здесь стоит учесть, если я, например, возьму и удалю вот эту, скажем так, длину отсюда, то есть этот чертеж, если я его удалю, то у меня он уже не будет меняться, то есть длина вот этой линии не будет меняться, как только я начну менять параметры. То есть я делаю обратно 100, точнее не 10, а 100. И смотрите, у меня вот эта линия нижняя, она изменилась, верхняя линия, она осталась такой, какой она была. То есть здесь крайне важно не удалять никакие параметры и никакие dimensions. То есть давайте теперь вернем все как было, то есть на диаметр 100. Да, на диаметр 100. И будем уже дальше с этим работать. Далее я хочу указать еще один параметр на количество лепестков, которые у нас будут непосредственно по всей окружности. Давайте пока что его сделаем noUnits. Здесь напишем number. И здесь expression пусть будет пока что 6. Итак, теперь я хочу распространить все вот эти лепестки на, скажем так, большую часть всего колеса. Для этого что я сделал? Я не буду заново чертить это все, очерчивать. Нет, это абсолютно ненужный вариант. Кстати, здесь нам тоже, по идее, стоило бы сделать дугу. Давайте ее сделаем arc, center point arc, потому что у нас все-таки... Давайте вот здесь сделаем 9 и здесь тоже сделаем 9. Вот так, вот такая дуга нам нужна, то есть вот, чтобы у нас центр колеса все же оставался. Ну и теперь я хочу это разместить по всей окружности. У меня есть два варианта, либо делать это вручную, либо использовать Circular Pattern.
Прекрасно, абсолютно прекраснейшая вещь. То есть смотрите, как это работает. Мы выбираем объект, который мы хотим переместить полностью. То есть вот он у нас объект, мы выбираем Circular Pattern. Так, Center Point у нас вот здесь непосредственно. И Objects, которые мы хотим. То есть давайте просто через Ctrl выберем. Вот так и вот так. И далее здесь уже укажем Quantity. Укажем здесь Num, параметр Num. И смотрите, как только я это делаю, у меня здесь просто создается вот так очень много вот таких лепестков для моего колеса. Захожу опять же в параметры, меняю на 5, и их становится 5. Меняю на 8, и их становится 8. Параметры — это, пожалуй, очень крутой инструмент, который есть во Fusion. Более того, он еще и позволяет нам так просто делать дизайн. Давайте все-таки оставим на 8. Нажмем ОК. Окей, теперь, пожалуй, все, что осталось мне сделать, это вытянуть мое колесо. То есть, вот мы делаем с ним, то есть выделяем еще и вот эти треугольники тоже. И непосредственно далее уже вытягиваем это все вверх. Я понимаю, что это довольно простое колесо, то есть крайне простое, но здесь именно моя цель была показать в целом то, как это работает. Ну, давайте еще раз зайдем в параметры. У нас уже модель готовая. И, например, я все-таки увидел, что я все-таки хочу 6 отверстий здесь. Давайте попробуем поменять. Восьмерку меняем на шестерку. Вуаля! У нас теперь их 6. Меняем обратно на восьмерку. И здесь уже происходит такой баг, который у нас оставляет все 6 отверстий. Точнее, 6 отверстий располагает так, как если бы их было 8. Но здесь остается пустота. В целом, насколько я знаю, так быть не должно. Но, тем не менее, Fusion именно немножко так странно обрабатывает эти параметры. Окей, пожалуй, на этом мы не заканчиваем. Допустим, например, я хочу сделать колесо, но не простое. Я хочу, чтобы у меня колесо было, допустим, рифленое вот здесь. Что я для этого делаю? Давайте отодвинем немножко 3D-модель и сделаем вид сбоку от этого колеса. То есть довольно простой. Во-первых, здесь делаем ось, также сейчас вы узнаете, для чего она нужна. И далее здесь делаем вот такую небольшую рифленую, скажем так, поверхность. Вот так, затем вот так, затем вот так, затем опять же вот так. Далее делаем вот. Итак, это, пожалуй, именно то, как я хочу, чтобы мое колесо выглядело сбоку. Так, тут даже небольшой косячок есть. Давайте сделаем вот так, будет более правильно. Итак, я нарисовал только что профиль своего колеса, и теперь хочу взять и сделать из него колесо. Что я делаю для этого? Я беру инструмент Revolve, то есть вот он. Далее я в первую очередь выбираю профиль, вот он у меня уже выбран. И следующее я выбираю Axis, то есть вот мой Axis. И как видите, я могу создавать уже более такое прям колесо. То есть я по сути делаю какой-то определенный чертеж, и я его полностью вращаю. То есть могу сделать полуколесо, могу сделать, допустим, на 270 градусов, а могу сделать на все 360. И у меня тоже будет своего рода вот такое колесо. Или в целом какая-то обойма для подшипника, или вообще все что угодно. То есть да, пожалуй, вот оно так и работает. То есть эта функция тоже очень полезна. Более того, я, например, могу сейчас взять, отодвинуть эту обойму, нарисовать здесь еще одну ось. Только уже на этой плоскости. Далее опять же взять Revolve. Выделить в целом профиль и выбрать Axis вот этот. И после этого я могу просто взять и создать вот такую трубу. Именно исходя из этого профиля. То есть, смотрите, более того, мы можем сделать такую определенную трубу, выгнуть ее, а вот это оставить как насадка, например, на шланг, чтобы он лучше закреплялся. То есть мы можем сделать буквально все, что угодно. Ну и теперь, предположим, что мы делаем, например, две руки, левую и правую, или мы делаем какие-то определенные вещи, которые нам необходимо отразить. Допустим, я создал вот такую коробочку для инструментов, куда кладут все головки на отвертки и, скажем, такие прочие вещи. Но я понял, что мне нужно еще ее зеркальная копия. Окей, для этого что я делаю в первую очередь? Мне нужно будет отодвинуть вот этот объект немного подальше от центра оси. Далее я выбираю объект Mirror, выбираю весь объект, для этого просто я беру вот так и выделяю его полностью, так как мне нужно скопировать именно всю модель. После этого выбираем Mirror Plane, то есть выбираем вот этот. И смотрите, у меня получился полностью отзеркаленный объект,
который позволяет мне сделать, то есть, по сути, сразу и правую, и левую часть. То есть мне не нужно с нуля делать отдельно правую часть, отдельно левую часть. И более того, при печати на 3D принтере это все будет работать также замечательно. Например, в том же 3D Max, если мы сделаем Mirror, то 3D принтер, возможно, будет печатать это не так, как вам хотелось бы, или будет печатать с проблемами, так как в 3D Max есть такой небольшой баг, который отзеркаленные объекты делает, скажем так, не совсем пригодными для использования для печати на 3D принтере. Окей, вернемся к нашему старому дизайну. Предположим, я создаю какую-либо определенную коробочку, то есть пусть это будет вот такой квадрат, вот так, далее делаем вот так. Итак, мы только что с вами создали вот такую фигурку, которая в целом, если мы ее распечатаем, легко переломится. Нам нужно сделать своего рода, скажем так, какую-то поддержку для нее. Как мы это делаем? Мы берем, чертим именно вот здесь просто линию, примерно отсюда до сюда. Далее делаем Finish Sketch. Затем идем в Create, далее выбираем Rib и выбираем Curve, то есть вот как раз таки наша линия. Затем выбираем One Direction, Depth Option, делаем Depth, и далее уже, во-первых, вытягиваем линию, во-вторых, вытягиваем именно то, насколько она, скажем так, широкой будет. Далее мы можем расположить всю линию непосредственно по всей глубине, либо же, скажем, только по ее части, по части модели. Я хочу расположить по всей глубине, при этом, чтобы вот здесь у меня было пусто, то есть для экономии материала. Например, с тем же самым, если бы мы сделали ту же самую фаску, так легко мы бы это не сделали. То есть нам бы пришлось сначала выдавить фаску, затем нам бы пришлось нарисовать здесь вот такой треугольник и далее его уже вытавливать. Окей, но предположим, есть такая проблема, что я сделал ее слишком маленькую, я точно знаю, что мне нужно увеличить ее в 1,5 раза. Что я делаю для этого? Я выбираю инструмент Scale, вот он здесь. Далее выбираю объект. И затем уже увеличиваю во сколько раз я хочу. Могу уменьшить, могу увеличить. То есть хочу увеличить в 1,5 раза. Беру и жму 1,5. Пожалуйста, объект увеличен в 1,5 раза. Понял, что я ошибся, просто откатываю назад. И, пожалуй, последнее, о чем еще стоит рассказать, то есть какие инструменты вам помогут, это мы можем менять облик наших объектов. То есть каким образом? Сейчас данные объекты все серые, и мы можем путаться. То есть, например, если я открою один из своих старых дизайнов, то увижу вот такую, скажем так, модель в сборе. Но, тем не менее, оно все абсолютно серое, и как-то не очень-то и понятно, что есть что, какая модель есть какая. Я хочу именно, чтобы они как-то отличались. Для этого я выбираю Modify, выбираю Appearance, и далее из каталога выбираю материал, который я хочу, чтобы у меня применялся на ту или иную модель. Например, я хочу, чтобы вот эта стойка у меня была, например, прозрачной, то есть из стекла. Я выбираю Glass, далее выбираю Color Density и затем выбираю Glass White Color Blue. И смотрите, оно у меня становится даже прозрачным вот здесь. Далее я хочу, чтобы, например, у меня вот эта часть, она была деревянной. Я выбираю Wood и выбираю, например, Oak. И затем последнее, что я хочу, например, хочу, чтобы у меня вот здесь вот эта часть была зеркальной, то есть этот болт. Выбираю его, делаю его зеркальным. Далее уже гайку я делаю, например, из меди. И вот эту часть верхнюю я делаю, например, из алюминия, красного алюминия. И вот посмотрите, теперь у меня все материалы отличаются друг от друга, каждая модель отличается друг от друга, и уже проще воспринимать, где какая модель. Более того, также нам понадобится вот эта вкладка Appearance при создании рендеров, когда мы будем именно пытаться сделать так, чтобы часть у нас была стеклянной, часть была металлическая, а часть деревянной. На сегодня у меня все. Всем большое спасибо за то, что посмотрели этот урок. Не забывайте приходить в американские уголки, пользоваться оборудованием, которое там доступно абсолютно для каждого, создавать роботов на базе платы Arduino, также писать машинное зрение на компьютере и использовать компьютеры для 3D-моделирования. Также там есть 3D-принтеры, на которых вы всегда можете напечатать ту модель, которую вы только что сделали. На этом у меня все. Не забывайте заходить к нам в школу, выполнять домашние задания, а также писать комментарии и отзывы по этому курсу. Всем большое спасибо, до скорых встреч!